Предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтанат Ермековой «Великая музыка Великой степи». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу. В сегодняшней нашей передаче мы поведем речь о выдающемся дамбристе, гениальном кюйше Курмангазы. Вот что писал о Курмангазы академик Ахмед Куаныч Жубанов в своей книге «Струны столетий». В начале прошлого столетия, в год Барса, по народному исчислению, 1818 год, в урочище Жиделя, населяемым родом Байула, произошло событие, вряд ли привлекшее к себе особое внимание окружающих. Юрта бедного выходца из рода Кызылкурт-Сағырбая огласилась криком новорожденного младенца, которого родители называли Курмангазы. Когда старая повитуха подала ребенка матери, оказалось, что материнская грудь не в силах насытить его, не хватало молока. Это было началом нужды, всю жизнь цепко державший Курмангазы в своих когтях. Отец его, Сағырбай, был батраком. Человек тихого нрава, спокойный и уравновешенный, он и не стремился к большему. Рано появившаяся склонность маленького сына к музыке не вызывала у отца сочувствия. В роду Сағырбаев доселе не было ни певцов, ни дамбристов. Но ему не раз приходилось слышать поговорку «дамбристу сопутствует бедность». Мать Курмангазы Алка, человек индивидуальности и сильной воли, наоборот, разделяла любовь сына к музыке. В роду Алки были одаренные акыны, певцы и кюйши. Памятуя об этом, она старалась поддержать маленького Курмангазы в его детских музыкальных затеях. Однако под давлением жесткой нужды уже 6 лет Курмангазы был отдан в пастухи. Наделенный от природы незаурядной силой, юный Курмангазы не знал робости и страха. Он смело пускал в ход кулаки, отстаивая то, что ему казалось справедливым, и не уступал своим противникам, даже если это были дети богатых людей. Забитого долголетним трудом Сағырбая очень тревожила дерзость его сына, которая шла вразрез с привычным батрацким жизненным кодексом. Алка, однако, не видела ничего предосудительного в поведении мальчика и всегда вставала на его защиту. Ее не особенно беспокоило небрежное отношение Курмангазы к пастушеским обязанностям. А он, увлеченный игрой на самодельной домбре, которую постоянно носил с собой, нередко забывал обо всем на свете. Звуки природы, журчание рек, свист ветра, раскаты грома, пение птиц, песни и игра пастухов на сабызга наполняли его душу своим очарованием. В родном ауле Курмангазы с увлечением слушал заезжих кюйши, которые охотно делились с любознательным мальчиком своими познаниями. Среди дамбристов Букеевской Орды, не раз занимавших первые места на состязаниях в Хан-базаре, особенно ярко выделялся в то время кюйши Узах. Человек с богатым жизненным и исполнительским опытом, везде его принимали с большим почетом. Однажды Узах приехал в аул, где жила семья Сағырбая, и остановился в его бедной кибитке. Исполняя кюи в юрте Сағырбая, Узах приметил в юном Курмангазы особый интерес к музыке. После того, как слушатели разошлись, Узах прослушал его игру и предсказал ему большое будущее, если он хорошенько возьмется за свое совершенствование. Юноша потерял покой, и ему окончательно опостылило байское стадо. Курмангазы минуло 18 лет, а жестокая нужда по-прежнему привязывала его к байским овцам. По-прежнему оседлав рыжего вола вместо коня, в котором ему хозяин отказал, Курмангазы каждое утро отправлялся со стадом в степь. Обуреваемый гневом против хозяина, на который долгие годы ничего не платил юному батраку, не раз заставляя его испытывать чувство горькой обиды, и под впечатлением игры Узаха в один прекрасный день Курмангазы бросил рыжего вола и байское стадо, забрал из хозяйского табуна коня и уехал из родного аула. Началась скитальческая жизнь бродячего кюйши. Теперь он не расстается со своей любимой домброй. Вместе с Узаком он участвует во многих состязаниях крупнейших представителей народного музыкального искусства. День за днем развивает свое мастерство и начинает выдвигаться в ряды выдающихся дамбристов, овладевая кюями, требующими виртуозного исполнения. Репертуар Курмангазы все более обогащается, он приобретает широкую известность. Его исполнительское мастерство получает общее признание и среди любителей знатоков, и среди дамбристов-профессионалов. Во второй половине 30-х годов XIX века в Букеевской Орде произошло большое народное под руководством Исатая Тайманула против хана Джангира.
Карательный отряд под командованием Гека и отряд Уральского казачьего войска, посланные на помощь Джангиру, круто расправились с восставшими, плохо вооруженными массами, а предводитель их, Исатай Тайманула, был убит. Род Кызылкурт, откуда происходит Курмангазы, целиком выступал на стороне Тайманула и долгое время после поражения восстания не хотел склонить головы перед ханскими и царскими ставленниками. Этот род особенно жестоко преследовался властями. Родоправители имели непосредственные связи с ханом, смотрели с подозрением даже на старшин этого рода. Курмангазы глубоко сочувствовал вожакам восстания и в своих произведениях воспевал Тайманула и его соратников. Поэтому Курмангазы оставался всю жизнь под наблюдением Временного совета по управлению Букеевской ордой. Угон коня из байского табуна дал повод занести Курмангазы в черные списки конокрадов, барымтачей, как тогда и именовали бунтарей-одиночек, хотя бы на малую долю не согласных с так называемым обычным правом, весьма гибким юридическим орудием в руках властителей казахского аула. Боявшиеся самого слова «бунт» или «бунтарь» царские ставленники охотно подводили всех нарушителей спокойствия под категорию конокрадов, так как это развязывало им руки для объявления розыска и одновременно компрометировало преступника в глазах населения. Первые сочинения Курмангазы относятся к концу 30-х годов прошлого столетия. Одним из известных нам кюев начального периода этого творчества был кюй Кышкентай, что в переводе означает «меньшой», «малый». По рассказу Кабигожина, сообщившего этот кюй, Курмангазы посвящает его боевым делам Исатая от имени младшего брата старшему брату. Это первое произведение Курмангазы сочинено им, видимо, под влиянием кюя Сырымсаза, думы Сырыма, который он неоднократно слышал от Узаха, исполнявшего этот кюй и сопровождавшего его рассказом о восстании казахов и вожде восставших Сырымидатове. Кюй Кышкентай, повествующий о героических днях борьбы за свободу, отличается удивительной стройностью формы и требует виртуозного мастерства исполнения. Своего рода эпиграфом Кышкентай могло служить двустишие, сочиненное Курмангазы несколько позднее и записанное из уст его последователей. «Исатай и Махамбет, разве вы умерли? Нет».
Великая музыка в великой степи. Вы слушаете авторскую программу Салтанат Ермековой. В этот период Курмангазы создает множество новых кюев, вдохновенных многообразной жизнью народа, его мечтами о лучшей доле. Характерен в этом отношении кюй Балбраун – медовый настрой. Кюи под названием Балбраун встречаются во всех уголках Казахстана. Причем они исполняются не только на домбре, но и на кабызе и сабызга. Курмангазы создал Балбраун в танцевальном ритме. Весь от начала до конца он представляет собой радостно взволнованное движение. Музыка Балбрауна очень активна, стремительно, задорна. Очевидно, Курмангазы сам был участником веселых праздников, подобных изображенному в этой пьесе, а может быть и центром внимания на них. Великая музыка в великой степи. Вы слушаете авторскую программу Салтанат Ермековой. К этому же периоду творчества Курмангазы должно быть относится кюй бас Ахжилен. Под названием Ахжилен в народе бытуют кюи малой формы, носящие веселый, жизнерадостный характер. Этот кюй донес до нас известный домбрист Мурат Ускембаев. По его словам, в конце первой половины прошлого века в Хиве было большое торжество, в котором принимали участие узбеки, туркмены, казахи и другие народы Средней Азии, и состоялось состязание лучших домбристов и дутаристов. На этом празднестве казахский кюйши по имени Лекер исполнил кюй бас Ахжилен, который он назвал кюем Курмангазы. Отец Мурата, выдающийся домбрист Ускембай, который был на этом состязании, тут же перенял кюй и распространил его на весь Мангышлак. Память народная хранит поэтические предания о происхождении кюев Курмангазы. Рассказывают, например, что он однажды посетил некоего человека из рода Адай и, войдя в его кибитку, увидел висевшую на кереге домбру. Сняв ее, он перестроил инструмент по-своему и снова повесил на место. В это время вошла дочь хозяина и, взяв домбру, заметила, что кто-то трогал ее. «Кто играл на моей домбре?» – спросила она. «Не знаю, возможно, наш гость», – ответил отец, указывая взглядом на сидевшего молча Курмангазы. Тогда девушка присела и сыграла незнакомый композитор кюй. «Светик мой», – заговорил Курмангазы, – «то, что ты сыграла, никуда не годится». И, взяв из рук девушки домбру, сыграл свой кюй серпер. Прославленная в своей округе домбристка девушка Ахмадай была поражена мастерством незнакомца, а хозяева дома, признав в нем прославленного кюйши, упросили погостить у них и несколько дней наслаждались его игрою. Кюй-серпер был опубликован известным музыкальным этнографом Затаевичем. «Это, несомненно, лучший из всех кюев Курмангазы», – пишет он, и один из лучших во всей приведенной в настоящем труде коллекции. Удивительно стройное и планомерно развивающееся народное скерцо. Маленький шедевр двухголосия со смелым использованием интервала секунды, и при всем этом типичнейшая казахская музыка. По словам Кабигожина, серпер посвящен вольнолюбимому порыву, силе народа, который, как натянутый лук, неизбежно выпрямится, как бы его ни сгибали, и не покорится. Содержание серпера можно определить словами самого Курмангазы. «Нет, не сдастся никогда Курмангазы и не склонит перед судьбою головы».
следующий кюй «Адай». Предание говорит о том, что Курмангазы, польщенный вниманием девушки этого аула, посвятил ей кюй, который в народе получил название «Адай» или «Адай-кыз». Доходчивость идейного содержания кюев Курмангазы, их возбуждающее влияние на народ, как уже говорилось, настораживало ханских ставленников и царских чиновников. Помимо всего, он возвеличивал Исатая Тайманула и в своих стихах. В результате за Курмангазы была установлена слежка, будто бы как за конокрадом, и он несколько раз сидел в тюрьме. Существуют устные рассказы современников о его пребывании в тюрьмах Урдинской, Уральской, Оренбургской, Иркутской и о его смелых побегах на волю. Рассказывают, что во время одной из своих поездок Курмангазы попал в аул бая Ахшоха во время свадьбы его дочери. В пылу веселья увлекшись, Курмангазы забыл о всякой осторожности. Когда прозвучал призыв к скачкам, Курмангазы, недолго думая, решил пустить на состязание своего коня по кличке Калбан-Хулак. Он посадил на коня одного из аульных мальчиков-наездников, который уже не раз участвовал в скачке. Об этой затее никто из местных жителей не знал. Люди столпились у финиша. Вот уже виден силуэт одинокого коня, скачущего далеко впереди других. Это был Калбан-Хулак. На свадьбу со своей юртой приехал некто Жанша, сын бая Шимана. Он был весьма раздосадован исходом скачки, так как его кон Кертубель пришел только вторым, и то благодаря помощи, оказанной множеством шимановских сородичей, которые в момент подхода к финишу, сидя на свежих лошадях, тянули измученного Кертубеля вперед то кто за узду, кто за хвост. Жанша, задумав взять реванш у Курмангазы, вызывает его на курес, борьбу, со своим придворным борцом. Курмангазы дал согласие. Вот выходит гордый палуан Жанша, огромный как верблюд, с налитыми кровью глазами, и смотрит на Курмангазы с наглым высокомерием. Курмангазы бесстрашно идет к нему навстречу. Без всякого соблюдения правил борьбы он хватает Курмангазы, рассчитывая сразу сильным броском его усмирить и лишить способности сопротивляться. Он ударяет Курмангазы о землю 3 раза, но все 3 раза Курмангазы становится на ноги. После 3-го раза Курмангазы просит дать очередь для нападения ему. Он поднимает палуана выше головы, ударяет о землю и перепрыгивает через его голову, чтобы, согласно народному поверью, отнять у врага силу. Так Жанша потерпел 2-е поражение. К тому же дочь бая Зипа послала своего человека за Курмангазы и, долго окруженная подругами, слушала у себя в Отау его прекрасные кюй. Жанша, окончательно побежденный, поклялся отомстить Курмангазы. То, что во время борьбы с палуаном Курмангазы несколько раз во всеуслышание обращался к мятежному духу Исатая, призывал его на помощь, еще больше озлобило Жаншу. Дерзкий Кюйши напомнил ему также, что Жанша помогал властям сослать в Сибирь 14-летнего сына Исатая Жахия. Время нашей передачи истекает. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Продолжение рассказа о выдающемся Кюйши и дамбристе Курмангазы слушайте в нашей следующей передаче. Передачу подготовили саунд-дизайнер Шинар Худжаева, вела передачу этномузыковед Салтанат Ермекова. В Великой Степи всегда звучала великая музыка. Еженедельная авторская программа Салтанат Ермековой.